Николаев, Чувашская республика. Если выступать на соревнованиях 300, считаю, что они все принимают участие. Я думаю, где-то 600-700 человек точно есть. Масс-рейсинг поддерживает, да, округ поддерживает очень хорошо. Вот, везде помогает, в любых вопросах. Все идут навстречу. Юноши 50 и 80 готовятся. После девочек. Еду. Потом я так не понял, почему прям с утра просыпаюсь. Прям ничего. Так, первый чемпион Европы из Ямало-Ненецкого округа Дементий Салендар, да? Здравствуйте. Так, в прошлом году участвовал в Европе, первым из своего региона, да, получается? Да. Как ощущения? Ощущения были нормальные, отличные. Не верилось, как можно выехать почти с тундры и на чемпионат Европы. Так, на России занял второе место. Да, в прошлом году, да, в 23-м году на чемпионате России второе место занял. И получается первый в Ямало-Ненецком округе чемпион Европы. А по другим видам спорта как? Есть такие? Да, кого я знаю по другим видам спорта. У нас есть Максим Няч по бразильскому джиу-джитсу. Третье место на Европе занимал. Яр Богдан. Второе место на чемпионате Европы. Хорошо. А сейчас сколько ребят приехало? Сейчас мы привезли 7 человек. 7 мужчин? Да, 7 мужчин. В этом году какой вес у тебя? А у меня? Да. В этом году буду участвовать до 70 килограмм. То есть конкуренция, это получается, кто там у нас? Никоноров, да? Константинов. Константинов Сергей? Да. Тоже есть, да? Мы вместе ездили на Европу. Так, как отправили там с региона? Как с региона отправили хорошо. Выделили форму, оплачивают проезд, питание, проживание. Помогают хорошо. А масс-рейсинг ваш поддерживается? Масс-рейсинг поддерживает, да, округ поддерживает очень хорошо. Вот. Везде помогает, в любых вопросах. Все идут навстречу. А сколько ребят ваших занимается у вас масс-рейсингом? У нас федерацию открыли только в этом году, провели первый окружной чемпионат в этом году. Вот. Там у нас выступило более 60 где-то участников примерно. Точно не скажу. Вот. А так занимается много. Для первого раза неплохо. Да, нормально. Сейчас они многие только узнали, что есть такой вид спорта, что он настолько популярен. Вот. Сам, получается, тренер, сам федерацию возглавляешь, что? Да, я работаю инструктором по спорту, вот, именно по масс-рейсингу. Вот, и тренер сборной. То есть играющий тренер, получается? Да, играющий тренер. Ладно, удачи. Красноярского края. 54 180. 74 350.
69 850. Перевес. Перевес. 79 900. 79 550. 79 50. 79 850. 104 200. 92 150. 104 300. 102 400. 104 50. 69 950. 78 300. 122 450. 121 250. 123 300. 49 700. 72 850. Пятьдесят 54 940. Мы привезли 11 спортсменов. Мы вообще посредники с 2015 года, так что постоянно большие команды привозим. В последнее время стараемся более качественную команду привести. Так что, не так много, конечно, но все ребята готовы и прошли отбор, хорошую подготовку, так скажем, заряжены все, и юноши, и взрослые. Так что, есть у нас надежда, что как минимум половина станет призерами точно. И целимся, конечно, на золотые медали. Мы каждый год регулярно попадаем в сборную России по всем возрастам, так что постараемся качественно выступить. А Кристина Качесокова участвует? И Кристина Качесокова, и Пеканов, Карбокова Даяна, чемпионы мира по юношам. Все, в принципе, тут как бы. Единственное, Шагенова Анивара нету, трехкратного призера России. Но я думаю, он тоже будет, наверное, на абсолютке. Вот, и пока планы. Но у нас много ребят. У нас в республике 9 мастеров спорта России. Просто когда мы же проводим сборы, если на сборах ребята форму не показывают, мы их не берем. Поэтому всех подряд мы не возим. А вот проводился же раньше Кубок Кавказа. Он сейчас проводится? Кубок Кавказа, да, у нас проводился. Мы его, этот турнир создали. Проводили его с 2016 года. Мы провели его 3 раза. Сейчас эстафету приняла Республика Северная Осетия, Алания. Они проводят уже 4 года подряд, если не ошибаюсь. И в этом году тоже во Владикавказе будет. Мы как-то так меняемся, стараемся меняться. Вот.
1-0 в пользу Вики Якимова. Слушай судью. Вот так. Держать. Хорошо, хорошо. Ноги выше, работай. Держи баланс. Хорошо. На помосте выполнена бежала Вика Якимова, Владимирская область. Ноги ближе, ноги выше, по доске выше. Молодец. На помосте начинается первый круг. Спокойно, София. На помосте счет 1-0 в пользу Тагира Муталла. Право уходи. Республика Саха-Якутия. Держи, Тимур. Держи. Тимур, делай. Давай. Держи. Давай работай, Тимур. Работай. Держи. Работай, Тимур. Отпускай Тимура. Джулус Прокопьев, Республика Саха-Якутия. Натяни. Старт, держать. Держи. Хорошо, молодец. Привет всем. Олар. Кисть красный. Кисть ровно держи. Легче. Держать. Еще. Легче. Борис, давай. Хорошо. Че? Держать, Алина, держи! Молодец, давай, право еще, Алина! Давай! Вот так, Победу одержала Алина Алексеева, Чувашская республика. На помосте Б счет 1-0 в пользу Валентины Сухановой. Она представляет Республику Саха-Якутия. Теперь правую, левую на себя тяни. Спортсменка с красной стороны. Хорошо. Держать. Нормально, держи.
На помосте Г со счетом 2-0 победу одержала Валентина Суханова, Республика Саха-Якутия. На помосте А победу одержала Екатерина Фрыгина, Тверская область. Лейла Шагисултанова, Республика. Победу одержала Виктория Яковенко, Чувашская республика. Сакрана Черкашина, Санкт-Петербург. На помосте выиграл Патала. Победила Лиана Мухаметьянова, Республика Башкортостан, помост А. На помосте Б 1-0 в пользу Андрея Кину Александрову. Валентин, нижнюю руку на себя, наоборот. Держать, Валентин! Снимаются соревнования за явку. На помост А приглашаются Станислав Климов, Тверская область, Руслан Аббасов, Ставропольский край. Право на себя, наклони корпус. Лемчук! Пошел! Давай, работай! На помосте Б со счетом 2-1 победу одержал Валентин Николаев, Чувашская республика. На помост Б приготовится Николаев. Б приготовится мужчина весовой категории до 125 килограммов. Горохову. Категории до 125 килограммов среди мужчин. Арбитр Бахтаренко Скель, город Якутск, боковой Залупенко Шоков, город Начик. На помосте область. На помосте
помост Б приглашаются Эльчин Бакпагай, Республика Саха-Якутия, Денис Вагапов, Республика Башкортостан. Пасеков, Республика Башкортостан, Андрей Накуров, Республика Саха-Якутия. Ноги сразу включи. На помосте Б счет становится 1. Приглашается Мария Кулакова, смотревшая образ. На помосте Б начинается второй круг. Круг становится равный. Победу одержал Айсен Семенов, Красноярский край. На помосте. Макс, давай, Макс! Лево! Макс! Своего рабочего места, пожалуйста. Комментарий. На помосте за перекрут палки. На помосте А победу одержал Никанор Акавай, Малоненецкий автономный округ. На помосте А приготовиться девушкам. Один 0. Севернее Акуловой, Диане Прокоповой. У него перекруг. Как так? У него перекруг. Давай, таги. Левче. Давай, давай! Егор, давай! Терпи, терпи! Победа была, победа, судья. Победа! Счет.
На помосте Б со счетом 2-1 победу одержал Тагир Мудаллапов, Республика Башкортостан. На помосте Б 1-0. Натяни! Натяни! Чек! Тащи, тащи, тащи! Чек! На помосте Б со счетом 2-0 победу одержала Наталья Черноградская, Республика Саха. Равный. Хват будет выбор путя. Чек! Давай, давай, давай! Счет 1-0 в пользу. Шаги Султановой, Плотниковой. На помост Б приглашаются Лейла Шаги-Султанова, Республика Башкортостан, Анастасия Плотникова, Сахалинская область. На помосте А приготовится Алексей Крымов. Чек! Лейла Шаги-Султанова, Республика Башкортостан, со счетом Татарина, Республика Саха-Якутия. Видим разных соперников. На помосте А. Шагай! 100 минут! 100 минут! Иди к ней! На помосте Б 1-0 в пользу Дмитрия Умнова, Красноярский край. На помосте Б со счетом 2.
На помосте А со счетом 2-0 победу одержал Артур Жирков, Республика Саха-Якутия. Урузбиев. На помосте А счет 1-0 в пользу Николая Маринкина, Чувашская Республика. На помосте Б со счетом 2-0 победу одержал Дмитрий Попов, Республика Саха-Якутия. Казахстан Максим Кондратьев, Санкт-Петербург. Еще. Далее. Одержал Валентин Николаев, Чувашская Республика. На помосте Б находится Мешкову, счетом 2-0 победу одержал Иван Галкин, Калужская область. Николаю Селиванову. На помосте Б со счетом 2-0 победу одержал Эрчин Бапай, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 55 килограммов. Приглашаются Лариса Кузьмина, Чувашская Республика, Ангелина Михайловна. На помосте А со счетом 2-0 победу одержал Сергей Константинов, Республика Северная. Лейлы Шагисултановой. На помосте. Шагай туда еще. Еще туда. Ноги. Не давай руки. До сюда. На помосте Смена судейской бригады по помосту Б. Алексею Федорову. На помосте Б приготовится Дмитрию Умму.
На помосте А победу одержал Андрей Винокуров, Республика Саха-Якутия. На помосте Б со счетом 2-0 победу одержал Дмитрий Попов. На помосте Б приготовить. Одержал Николай Ушаков, Чувашская республика. На помосте А счет 1-0 в пользу Нияза Мусаева. На помосте А со счетом 2-0 победу одержал Виталий Заревняев, Санкт-Петербург. На помосте А 1-0 ведет Владимир Касаткин. Первым отпустил. Счет 1-0 в пользу Артура Жиркова. На помосте А предупреждение спортсмену с красной стороны. Б. Счет 1-0 в пользу Калерии Ксенофонтовой. Калерия Ксенофонтова представляет республику. На помосте А предупреждение синему. И со счетом 2-0 победу одержал Валерий Никоноров. Республика Саха-Якутия и становится обладательницей бронзовой медали. И хват выбирает спортсмен синей стороны. И дошли до бронзового финала. На помосте А Сергей Константинов, Республика Северная Осетия, Алания. Для проведения церемонии открытия с каждой командой Иркутская область, Кабардино-Балкарская республика, Калужская область, Краснодарский край, Орловская область, Пензенская область,
Пермский край. Маслящина развивается каждым годом. Регулярно занимаются по России 18 400 человек. И начиная 2015 года аккредитации, мы сегодня, конечно, каждым годом увеличивается число регионов, и регулярно занимаются именно мастерингом. Сегодня аккредитации прошли 28 регионов. И есть, конечно, еще желающие пройти аккредитацию. Масс-рестлинг имеет многовековую историю, уходящую вглубь веков, является яркой картиной, богатой культурой Республики Саха-Якутия. Здравствует Республика Саха-Якутия, Родина! Жители и любители масс-рестлинга, всех поздравляю от имени Министерства по физическому спорту Республики Саха-Якутия с торжественным открытием чемпионата первенства России по масс-рестлингу. Мы, якутяне, вдвойне рады, что все-таки чемпионат России и первенство проводится в культурном центре России, в Санкт-Петербурге, в микрорайоне, поселке Пушкино. И я хочу, чтобы сегодня на этом чемпионате первенства России было новых имен, бескомпромиссная спортивная борьба, и чтобы сегодня во всей красе показали масс-рестлинг все наши регионы. В весовой категории до 50 килограммов третье место завоевал Тимур Зарипов, Республика Башкортостан. И хват будет выбирать Ильдус Гумеров. Степанов, Республика Саха-Якутия, и становится победителем весовой категории. На помосте Б финал. Весовая категория 55 килограммов среди женщин. На помост приглашаются Наталья Черноградская, Валентина Суханова. Один балл в пользу Натальи Черноградской. Со счетом, так как в этом году в Республике Саха-Якутия, в чемпионате Республики Саха-Якутия уверенную победу одержала Наталья Черноградская, Республика Саха-Якутия, двукратная чемпионка мира
по наследству. Валентина Суханова, спортсмен синей стороны. На помосте А. Победу одержал Андрей Виногуров, Республика Саха-Якутия. На помосте Б со счетом 2-0 победу одержал Никита Татаринов, Республика Саха-Якутия. Заслуженный мастер спорта России. Счет становится 1-0. Ведут в буквальном смысле 2 раза сломали вот такую... Со счетом 2-0 победу одержал заслуженный мастер спорта Дмитрий Попов, Республика Саха-Якутия. И мужчин Алексею Сычеву достается серебряная медаль Республика Башкортостан. Диман, это класс, ты будешь мастером. Мақтау лахан. Мен ақсыз түгілбін бастадым. Сеспақ лақына соттан кіріпінер. Махетта лақтан. Тәңге білімден сөйді бастадым. Рауыттар айбат тоқтан аты керек өйді. Аттан әбілметтер ағай. Аттан хал уже спортсменлер, мажиналар, атын региондар мажиналара жарықтарымыттары балықша болдыға де. Онша хал болды қарақтар, онта таққа хал жарықтына жалдар. Ол ен өзі білін әбілдер кәрмер келдіға де. Калугу болды әді? Егора Көйбутол? Егора Көйбутол Чуваш еді. Эти ол ғытта шөйді керісті бет, әбілді бет ағай. Бұтын чемпионат мира Кыргызстанға болар. Атай бейгітті көсуені күйтәуіт бұл. Аттан, чемпионат мира ағанды таңара комендаттан әтәнге ата болағына барық болағын. Күті барды. Күті барды чемпионат мираты. Аттан hem bir спортсмен болар бұл көйінен hem bir мотивация бола чемпионат мираме. Табы бұлырын бәм диккатты кененем жермен барбатағым. Быйыл табырықта. Барамин И его соперник с синей стороны Вадим Сабиров. В пользу спортсмена красной. И обладателем бронзовой медали со счетом 2-0 становится Денис Вагапов, Республика Башкортостан. На помосте Б Иванова, спортсмен с синей стороны. И на помосте Б со счетом 2-0 победу одержал Валентин Горохов, Республика Саха-Якутия, и становится обладателем бронзовой медали. Приветствие! На помосте приготовится девушка в весе 50 килограммов.
Счет становится 1-0 в пользу Ивана Галкина. Предупреждению. Я не буду смотреть. Так, нанос Б. Участники оба нарушали правила. Спортсмен с красной стороны сделал форстарт, спортсмен с синей вышел на главную за стартовую линию. Заступ, синий, заступ. Все, натянули. На помосте А со счетом 2-1 победу одержал Андрей Александров и становится обладателем бронзовой медали. Ведут с красной стороны Иван Галкин, заслуженный мастер спорта, Калужская область, многократный чемпион мира. Со счетом 2-1 победу одержал Иван Галкин, Калужская область. И становится чемпионом России весовой категории до 125 килограмм. В этом зале есть замечательная Екатерина. Екатерина, просьба вас подняться на помост. Дорогая Екатерина, просьба подняться на помост. На самом деле я очень рад этой победе. Я обязан ей всем своим близким. И скажу такой интересный факт, что с момента, когда я встретил Екатерину, я ни разу не проиграл ни одного официального старта. Вот. Я считаю, что это идеальный момент, чтобы сделать ее своей женой. Иван Галкин, заслуженный мастер спорта России и Екатерина. Ноги, пошел, давай, работа! Ты что, сел-то? На помосте А. Ты что, ноги вытянул? Первое место, финал. Первым номером, внимательно, первым номером. И на помосте А весовой категории 80 килограммов уверенную победу одержал Руслан Нигнюров, Республика Саха-Якутия со счетом 2-0. Сергей Константинов, Республика Северная Осетия, Алания. Как там это? Палка посередине? На помосте А.
Чемпион России Иван Галкин. На помосте А со счетом 2-0 победу одержал Сергей Константинов, Республика Север. Қанша чемпионат России болды иә? Ақсыз чемпионат. Ақсыз болдық, оныз. Тоқсызда? Оныз. 15 постоянно кетті. Бесте призердуын, оны бұл бестен бастадым. Бестен бастадым. Той бүтек 3 жылға бастауы қажуан. Кетенші үрбеймей, жүрді кейірбейіз адам бастауыда. Қадыр уже нар постоянно кейір бар стимулы болып тұқыды. Бүтек үлгі қатырама қадыры әлі кейір. Шөдік жерді тақырыз. Бүтер қанас қастайды? Опытын бар болын қадыры нормально. Финал көрі? Бәвер үйеріне деймін. Нормально білімнен боламын. Финал қам болды? Финал нормально. Уже такие чувства дал. Нормально. Кесер. То ерді қайырды настройда қыр. Емейгі. То сентябрьгі олар менен барамын. Сбор астын қайдың? Білігінде. Білігінде Айсен атастырытын. Он Павел Черноградский был на этом году. Еще первый опыт без всякого. Сюда приглашаются девушки весовой категории 50 килограммов. Поединок за 3-е место. Аэлита Афанасьева, Республика Саха-Якутия, Софья Сидорова, Чувашская Республика. На помосте счет 1-0 ведет Айсен Атастыров. На помосте бронзовой медали становится Айсен Атастыров, Республика Северная Осетия, Алания. Мужчины весовой категории 60 килограммов. Ваши поединки состоятся на помосте А. Со счетом 2-0 победу одержал Алексей Федоров, Республика Саха-Якутия, и становится обладателем бронзовой медали весовой категории 80. Бронзовой медали становится Софья Сидорова, Чувашская Республика. На помост приглашаются Азалия Насибуллина, Республика Башкортостан. Насибуллина, Республика Башкортостан. С синей стороны 5. И на помосте А обладателем золотой медали со счетом 2-0 становится Андрей Винокуров, Республика Саха-Якутия. На помосте Б 1-0 в пользу Аэлиты Афанасьевой. Среди девушек призеры первого соревновательного дня просьба подготовиться для проведения церемонии награждения. Со счета 2-1 победительницей
становится Селина Макулева, Кабардино-Балкарская республика. Среди девушек весовой категории 50 килограммов. Становится чемпионом России весовой категории 60 килограммов. Счет становится 1-1. На помосте А счет. И со счетом 2-1 на помосте А победу одержал Артур Ширков, Республика Саха-Якутия, и становится чемпионом Российской Федерации. Мақтау. Та чемпионат Эрхан Мулади, среди соперник Эрхан. Та, конечно, республикатар Чепчика Урдагарари. Туга Тагади. Баттахана. Эрхан Кудледа. Финалга Эрхаттум. Башилката финалга кашетин бутта асмака. Аннардах кес курукка кешсевидун республика. Тон наган финалга кивиге. Танки сиолла яханана. Bahaya туппадум. Республика bahaya туппадум, конечно. Так, төвлин танки сига кайда. Россия каскатты бойда Россия. Россия кискатты. Бастыгы теварихис побудум билин девастадым. О касада хады. Хибекке лаха хис побудум. Эбуринде. Эдлеху. Эдлрагла. Он там был келен хаяли. Это Аллах именно у Россия белемнен бите. Күчтәхтик. Аллах хибекке Аллах Россия келебер. Гелҗа мамын кебидем. Тана. Наха хая ватам кибадам. Тобо Россия Аллах хаян каяуннен Аллах. Сиз биргенерен кебидем бе. Тәҗә басты группа кер хатамне. Онтан иккен учны гитте көрсөбүтүм анда финалга тан болын ник нахатан киси боло деген катыспатам аттан боло тан киси бахая тутом диханаудум то на даше чемпионат мира Аллая рин хenya намбаран белемне напа то басты чемпионат мира Аллая басты чемпионат мира На помост Б приглашаются женщины весовой категории 75 килограмм. Республика Саха-Якутия, Любовь Миронова, Челябинская область. Со счетом 2-0 победу одержала Лилия Котникова, Республика Саха-Якутия, и становится обладателем бронзовой медали. Смещается. Хорошо, вот так. Счет 1-0. Победители, призеры, чемпионы, призеры просто подготовиться для проведения церемонии награждения. Ввиду травмы соперницы победа присуждается Алине Алексеевой, Чувашская республика. Конкуренция была высокая. Я понимала, что будут сильные якутки. Также моя соперница из нашего региона тоже очень сильная. Но как-то так получилось, я сама удивлена. Первое место неожиданно. Но конкуренция хорошая, да. Раньше были сборные, да, кажется? Да. России. Да, есть с 2019 года сборная России, и каждый год отбиралась состав сборной России. В 2019 году я выступала на Кубках мира, в 2021 году я выступала на Кубках мира, и в общем зачете стала первой. На чемпионате России я всегда выступаю и отбираюсь. А сколько лет занимаетесь вообще? Я начала заниматься примерно в 2017 году,
Но у меня тогда были большие перерывы, на самом деле, из-за травмы. И если говорить, когда была прям серьезная подготовка, это, наверное, уже 19-й год. Я уже очень усиленно готовиться. До этого чем занимались? Я мастер спорта России по армрестлингу и занималась армрестлингом. Почему вы выбрали масс-рестлинг? Он мне очень нравится тем, что он для меня какой-то азартный, что ли. Включаются все группы мышц. Нужна скорость реакции, хорошая техническая подготовка, силовая подготовка, выносливость. То есть все данные нужны физические, которые хочется развивать. И интереснее так тренироваться, когда можно тренировать разные качества. Зовут Алексей, фамилия Атласкин. Главный тренер сборной Чувашской Республики по масс-рестлингу. Сколько ребят привезли, как команда? На первенство 18, на чемпионат 16, всего 34 спортсмена у нас. Сбор проводили? Отборы? Сборы не проводили, у нас такой возможности не получилось в этот раз. Первенство мы провели где-то примерно за месяц до этого. У нас в рамках этапа школьной лиги, у нас большой проект. Школьную лигу мы запустили по масс-рестлингу, уже провели 3 этапа. Вот нам это помогает очень в формировании сборной. То есть видно, каждый месяц по одному турниру более 300 участников. По первенству у нас формирование вообще никаких проблем нету. Конкуренция высокая, 300 с лишним человек у нас выступает на школьной лиге. По взрослым у нас 16 спортсменов. А сколько примерно людей занимается? Занимается спортсменов в Чувашской Республике? Да. Несколько сотен, наверное. Но если выступать на соревнованиях 300, считаю, что они все принимают участие. Я думаю, где-то 600-700 человек точно есть. И насколько сложная была борьба сегодня? Борьба сложная, но конкуренты, понятно, у нас Якутия это лидер в масс-рестлинге. Наверное, так и должно быть. Мы пытаемся как-то потянуться. Башкирия очень многочисленная команда, тоже очень результативная. Другие регионы тоже не отстают. По итогам этого дня у нас 8 медалей. 1 первое по женщинам, 3, по-моему, 4 вторых, 3 третьих, в общем, 8 медалей есть. Завтра, надеемся, чуть получше будет. Так, и у вас подготовили команду, форму заказали как раз? У нас традиционно, мы уже в Суздале были в такой форме. Тут удивительного ничего нету. Почти. В Суздале у нас там же по 3 возрастам было, у нас еще больше команда была. То есть участников под 50, представителей, тренера, включая массажистов. То есть такой большой командой мы приезжали. Сюда чуть поменьше тоже, где-то около 40 человек у нас команда. А регион поддерживает? Да, регион поддерживает. Мы тесно работаем с Министерством спорта Чувашской Республики, с управлением физкультуры, администрацией города Чебоксары. Вузы Чуваши нас поддерживают. У нас календарный план у нас очень насыщенный, соревнований много. России по масс-рестлингу среди юношей и девушек 16-17 лет. Поздравляем! Первенство России по масс-рестлингу среди юношей и девушек 16-17 лет. Килограммов Наталья Черноградская, Республика Саха, Якутия. Ей вручается золотая медаль, специальный кубок, диплом и памятный подарок. Подарком награждается чемпионка весовой категории 75 килограммов Алина Алексеева, Чувашская Республика. Как вы видите, 7 девушкам вручен России весовой категории 60 килограммов Артур Жирков, Республика Саха-Якутия. Поздравляем! Поздравляю! Килограммов среди мужчин. Ему также вручается золотая медаль, специальный кубок, диплом и памятный подарок. Памятное фотографирование. Так, Николай Ильич, как будет проводиться отбор на чемпионаты мира, Европу, даже Кубок мира еще, да? Ну, в этом году у нас 3 крупных старта международных, поэтому
По итогам этого чемпионата будут отбираться спортсмены сборной команды России. Первые номера чемпионы будут оспаривать чемпионство на чемпионате мира в Киргизии. Вторые номера поедут на чемпионат Европы. И третьи номера поедут на игры кочевников. Игорь Кочевников когда будет? Игорь Кочевников будет в сентябре в Казахстане. В Казахстане будет. А будет проводить сборы? Сборы должны проводиться в Якутске. В Якутске будет? Да. Перед чемпионатом Европы и мира.